Друзья мои, дорогие мои друзья, дорогие мои друзья, подписчики, огромный всем привет от нашего канала Политгараж, всегда с вами. Спасибо всем огромное, выражаю благодарность всем, кто прислал мне видео, все, кто прислал мне кучу комментариев, и, конечно же, всем, кто отозвался на наш запрос. Всем, кто отозвался на наш конкурс, на наш новый контент, все, кто прислал нам свои видео, которые теперь смогут посмотреть все наши подписчики. Из этих видосов мы сможем с вами судить, как живут наши мирницы, как живут бывшие мирницы, чем они занимаются в свободное время. Кто-то уже на пенсии, кто-то еще, как говорится, до пенсии как к медному котелку, но в целом очень увлекательное будет видео. И я думаю, что мы получим от вас огромное количество новых видосов. Давайте развивать эту тему, давайте будем с вами с ответственностью, можно с полной ответственностью отнесем к нашему к этой нашей заявочке. Давайте, присылайте нам видео, будем смотреть. А я со своей, как говорится, колокольни обещаю вам всем сделать очень интересное, склеить для вас кино. Все посмотрели наши видосы с Чуаналыра, полеты над городом, над парком, с различными другими частями нашего города, просто над городом, там, над Ленинградским проспектом и так далее. Я надеюсь, что всем понравилось. Вы уже все привыкли, что там все так хорошо и красиво. Надеюсь, дальше будем также продолжать. А продолжаем наш репортаж. Мы двигаемся по улице Советской, параллельно улице Советской, где у нас детский садик. Вот такие лесные массивы зеленые у нас во дворах летом. Это выглядит, конечно, вообще обалденно, очень красиво. Особенно вот эта густая зелень, которая просто вот уже как раз набрала сейчас полную сочность, такую жирность. Прям темно-зеленый такой цвет сейчас у нее. Так, а мы двигаемся. Сейчас выезжаем вот на улицу Советскую из двора и едем за клубникой. Друзья, опять пришла из Приморья наша любимая клубничка. Сейчас мы посмотрим, что там за какой. Каждый раз привозят что-то новое, понимаете? Оно все время какая-то то кругленькая, то длинненькая, то, блин, какая-то чуть ли не квадратная, блин, клубника. Ну, на вкус вся, в принципе, вот прошлая была кисловата чуть-чуть. Вот сейчас посмотрим, может быть, сладенькую привезут. Так, по поводу наших новых видосиков, друзья мои, вот что-то не вижу особой активности. Давайте, друзья, присылайте. Прям, вот я там внизу опять повторю почту, напишу там жирным шрифтом, попробую, если получится. Я специально выделил электронную почту для вас. Присылайте туда, делитесь своим видео, снимайте прямо на телефон и тут же поделиться, но не в WhatsApp, а прям на почту присылайте. Забейте там себе где-нибудь вот этот адресочек, там, по-моему, anisklada@mail.ru. Anisklada, да. Вот, пожалуйста, на этот адрес присылайте свои короткие видосики про своих домашних животных, может быть, какой-то короткий ролик. Я понимаю, там мне пишут некоторые: да вот, блин, не получилось. Где же это мне было написано там? Кто-то мне прислал. Блин, не могу найти, друзья. Кто-то написал мне там в комментариях про животных своих, просто расскажу, там что-то они там творили, короче. Типа, но камеры под рукой не было, телефона, я не успел ничего заснять, но зато расскажу вам, как они там что-то там творили, животные. Ну, давайте хотя бы так тоже. Если кто-то не умеет снимать на камеру, пожалуйста, рассказывайте короткие истории, я буду для вас их зачитывать. Вот мне написал один Андрей, спасибо, это Александр Изенев. Конечно же, пожары — это все печально, вся жара в Мирный ушла, у нас на Алтае прям холодина.
спасибо за полеты над дачами, но, по моему мнению, очень быстро пролетели. Ну, не спорю, конечно, но затягивать ролики тоже особо, знаете, там кому-то это нравится, кому-то может не понравиться. Так, пытался охватиться взглядом знакомые места, но они ускользали из виду. Стоп-кадр нажимайте. Но все равно на уровне жирный лайк. Когда смотрел, вспомнил песню Цоя «Муравейник». Прям подходит под съемки полетов. Когда понравилось болото, о котором лягушки, конечно же, небо, облака, уходящие вдаль горизонт, особенно закат. Вообще в Мирном все особенно, не только болото, стригуны. Так, болото, стригуны. Бла-бла-бла. Так, жалко, что в лес запрещают ездить. Так была бы отличная тема для репортажей. Сбор грибов, ягод и так далее. Ну, конечно же, когда будут грибы и ягоды, я думаю, все разрешат. Дымком немножко подтягивает, но уже не так сильно чувствуется дым. Утром еще ощущался. О, проезжайте. Поэтому особенное времяпровождение для тех, кто... Так, сейчас мы выедем и дочитаем. Все, сворачиваем на улицу Амосова. Время как раз люди с обеда на работу едут. Большие пробки тут. Ну, это небольшие, конечно, для больших городов. Тут пробки, знаете, какие. Ого, можно на часик-другой застрять. А у нас-то так, пробочки, так 5-6 машин и стоят. Вон клубничка уже стоит, машина. Поэтому особенное времяпровождение для тех, кто уехал, памятное. Ну, это просмотры, конечно, наших видео. Если еще было бы, видите, коттеджики, где строятся люди на земле. Сейчас мы свернем. Я дочитаю вам. Ох, тут уже арбузы, дыни, уже все. Ребята, июнь месяц только заканчивается. Откуда арбузы, дыни? А здесь, смотрите, отсыпка свежая. Кто-то что-то будет строить. Возможно, не знаю, может дом построят здесь. Так, видите, я тут распечатываю даже ваши комментарии, чтобы можно было их почитать. Коттеджики, люди строятся, живут на земле, смотрят на холод. Несмотря на холод, хорошо, что газ есть, им, конечно, теплее и проще. Хотя не знаю, там цены на него, но я думаю, что тут цены, блин, как на все. Впрочем, интересно было бы узнать цены на коммунальные услуги в Мирном. За улицу Тихонова спасибо. Давно там не было репортажей. По-прежнему ждем съемки летнего вида Солдатова, дом 4-6, вокруг школы 26. Но это по возможности, конечно, я постараюсь, конечно, проехать. Ребята, сейчас работа и шквал. Покатушки на Ниве супер. След от головы на водительским сиденьем, прям мистический в ней, все просто супер. Удачных выходных всем. Надеюсь, скоро 3000 подписчиков наберется. А там и до 5 недалеко. Ребята, до 500 хотим добраться. Вы что, друзья мои? Вон Ваня Килин уже за 500 перешагнул. Кто его знает, всем привет, друзья, кто подписан на Ивана Килина. Он сейчас едет в Крым на машине, на японской праворукой. С сыном они перегоняют машину куда-то там, не знаю, в Красноярск, что ли, там ее оставляют. Дальше еще на чем-то едут. Короче, там целая история. Поэтому, я думаю, мы с вами тоже как-нибудь устроим какие-нибудь покатушечки. Друзья, я пошел за клубникой. Можно, конечно, долго читать это все, но надо же еще и на работу ехать. Вот такие дела. Вот такие вот дела. Друзья мои, клубничку вон взял, смотрите, 2 лукошка купил. 3000 рублей за 2. Жалко денег, но здоровье дороже. Будем бороться с пандемией всеми доступными способами. Друзья мои, в Бурятии какой-то обозвали это теперь локдаун. Мне друг мой, одноклассник тоже, он там в Бурятии живет, Бабушкино, село Бабушкино, или деревня, или поселок Бабушкин, по-моему, вот так, да. Работает там на заводе по сварке, завод сварки рельсовых путей.
Огромный тебе привет, Андрюха. Наш якутский, крепкий такой, знаешь, жирный-прижирный. Как стригуны в Мирном, вот такой жирный. Тебе огромный привет от нас из Якутии. Ну, раз ты сам отсюда, то сам знаешь, что это такое. Так вот, там что-то в Бурятии ввели какой-то локдаун уже 2 дня. Там типа запрет на все, никуда не зайти, не выйти. Там паспорта, чуть ли не паспортный режим. Там, короче, вообще все такое. Что-то я сомневаюсь глубоко в этом. Я понимаю, что опять все кафешки закрылись, все на вынос. Гостиницы там, блин, ну частный бизнес, как всегда, страдает от этого. Больше никто. Вот частники, ребята, блин, держитесь, как-нибудь там выкручивайтесь. А что делать, блин? Вот эта пандемия, я не знаю, возьмите все там, привейтесь, что ли, этой вакциной, там, как там называется, спутник Ви или как, чтобы... Ну а что делать? Ну, конечно, люди боятся там. Про эту вакцину наслышано там, что попало, про нее говорят. Я сам не знаю, что, как, чего и почему. На всякий случай пошел, сдал анализы я. Ну, вот на эту, на, как он называется, вот, антитела там, да, на вирус этот. Короче, пошел, сдал анализы. Не знаю, буду делать прививку, не буду. Это дело уже второе. Когда будут готовы анализы, я посмотрю по состоянию. В принципе, как бы фактически, я не знаю, болел я или не болел этой, как он называется-то, блин, ну короче, вот этой хреновой болезнью. Ну, была какая-то простуда, ну типа кричат, это у тебя вот оно было. Ну я не знаю. Как вот узнать, да, то есть, сейчас вот сдадим анализы и узнаем, есть у нас антитела, есть ли у нас этот вирус в организме. Ну, короче, чувствую я себя прекрасно, никаких побочных, в общем, никаких отклонений от нормы нету. Друзья, на улице лето, на улице жара. В воскресенье мы ездили, купались на Чуланыр, короче, по-русски говоря. Водичка теплая. Все можете поехать покупаться, покормить оводов, мошку, комаров. Комаров, кстати, было мало, в основном овода сейчас. Всем советую, рекомендую съездить на речку или на Майский, или вообще можно на 56-й сгонять на Вилюй, окунуться в ледяную вилюйскую воду, почувствовать на своей шкуре, как это вообще, блин, настоящее якутское купание. Это не только зимой на крещение купаются в минусовую температуру. Нет, это обыкновенное летнее купание в Якутии. Приезжайте, я думаю, на Байкале там примерно то же самое. Там же вода тоже не прогревается ни хрена. Вот. Андрюха, если буду на Байкале, обязательно заеду в твой бабушкин. Обязательно мы с тобой сгоняем на Байкал, искупаемся, половим рыбки, поедим рыбки копченой, байкальского омуля. Вот. Я уже как бы опыт имею, не ловли, нет, не ловли, а поедания этого байкальского омуля, потому что несколько раз проезжал Байкальск, там вот это все, короче, все, что по трассе идет, там теперь рынок неплохой такой открылся, кстати, ну, во всяком случае, 3 года назад был уже неплохой такой рыночек, если его тоже не закрыли из-за этой пандемии, торговля должна идти. Байкальский омуль — это обалденнейший деликатес, особенно если приготовлен настоящими профессионалами, настоящими мастерами своего дела. Мы покупали, потом ехали еще до, не помню, до Новосибирска или куда мы ехали, я уже не помню. В общем, всю дорогу ели еще эту рыбку копченую. Сначала, пока, которая была свеженькая, мы ее малосольную съели, а уже потом приступили к поеданию копченой рыбы. Она хранится дольше, сами понимаете. Просто взяли ящик копченой рыбы и ели всю дорогу. Она, конечно, надоедает, но с другой стороны, незабываемые впечатления остаются после таких поездок. Особенно, когда вот такие деликатесы тебе попадаются, и ты едешь и балдеешь от одного запаха в машине из багажника, который идет. Рыба копченая, все ей пропахло. Ну и стараешься съесть ее как можно быстрее. Потому что, ну а что ты с ней делаешь? Ее если в целлофан замотать, она быстро испортится, потому что в машине тепло. Другое дело, когда едешь зимой, там кинул ее она в багажнике, замерзла и все, и нормалек. Я, кстати, таким образом вот этой зимой в багажнике
привез мясные продукты. Ну, немножко там курочку, свининку. Такое. Просто в коробке упаковал, заморозил в морозилке. Это зимняя наша поездка была в Новосибирск. В коробках положил, замороженное все было. И лежало сзади в багажнике. Ребята, даже не растаяло. Поэтому, то есть в машине-то было тепло, а багажник там, ну, видимо, там как раз такой микроклимат для перевозки продуктов очень и очень подходит. 30 килограмм, по-моему, или 20 килограмм продуктов я привез. Настоящих, свежих, которые вот у нас здесь в магазине очень трудно такие купить. Ну, нам вот удалось. Мы, кстати, до сих пор еще потихоньку едим это все хозяйство. Правда, уже все закончилось. Вот. Приходится уже здесь покупать. Кстати, неплохие тоже продукты. Я вам как-то хвалил магазин Альфа. Неплохая там свинина, шейка для шашлычков, да и вообще для стейков всяких там, отбивнушек. В общем, очень неплохо. Друзья мои, у нас все-таки еще рабочий день. Да, еще, кстати, у нас в доме мы меняем окна. Ну, в смысле, в квартире. Наконец, через 25 лет нашего там проживания, вот в этом доме, вот он, дом этот, да, с орденами, мы в нем живем. В нем еще до сих пор деревянные окна, в половине квартир стоят деревянные, вот эти распашные окна. И, наконец, мы созрели. А сегодня нам будут менять окошко, и мы посмотрим, что из этого получится. Смотрите, старые деревянные окна, они еще, может быть, и послужили бы еще. Тем более мы их делали с двойными стеклами. Здесь по два и здесь по два. Вот эти старые распашные. Видите, какие они все уже древние, потрескавшиеся. Ужас. О, деревянные, видите? Им уже, ну не соврать, с 58-го года, наверное. Теперь у нас будут новые окна. Смотрим. Заменим окна. Я постараюсь для вас, ну, хоть чуть-чуть захватить этот момент. Во всяком случае, я сниму, как было и как стало. Ну, я думаю, хотя бы, вот, если вы мне не шлете свои короткие видосы, тогда я свое буду вставлять, как говорится, из жизни наших подписчиков. Я сделаю вот такой небольшой короткий репортаж. А вы, друзья, еще раз вам напоминаю, шлите, пожалуйста, снимайте. Просто выйдите во двор, снимите конуру своей собаки, снимите там, как цветет у вас сейчас яблоня, может быть, или что там у вас сейчас цветет. Картошка, наверное, уже зацвела, да, вот скажите, вот это мой огород, вот здесь у меня клубничка, вот тут у меня там свеколка, тут вот морковочка, вот тут у меня, смотрите, вишенки уже висят зеленые еще, но сейчас вот-вот покраснеют, там черешенки, там такое. Я думаю, у вас у всех этот есть, вы же все поуезжали в Краснодарский край, в Ставрополье, кто-то уехал в Воронеж, Липецк, Подмосковье где-то, и у всех есть свои сады, свои небольшие, но это участочки, у кого-то дачи есть. Я думаю, есть вам-то что снять. Приезжай, звоните, звоните, приезжайте, да. Снимайте. Да. Скорости 60. Камера в спину. Снимайте и присылайте мне короткие видосики свои. Пусть там 2-3 минутки, но это будет всем интересно. Я не буду там озвучивать фамилию, имя, отчество, кто это прислал. Ну, все будет здорово. Друзья, вот еще нам Виктор Маякин прислал такой интересный комментарий. Большое спасибо за видео, Андрей. Небольшое дополнение. Голубой Дунай прославлен был тем, что раньше, когда пивзавода и в помине не было, продавали гамыру зимой и осенью на развес. А потом мужики эту гамыру дома ставили и пили отвратительное вино. Пиво появилось гораздо позднее. Друзья мои, кто такой гамыра? Я так понимаю, возможно, это брага какая-то. А что такое гамыра именно? Что же это продавалось на разновес? Что это такое? Как оно выглядело? Я так понимаю, что кто-то из вас все-таки это что-то пробовал и помнит его вкус. Я просто не знаю, что такое гамыра. Поэтому, друзья, напишите, пожалуйста, в комментах. Может быть, все-таки знаете, что же это за хрень такая. Тем более, отвратительное вино из него получалось, я так понимаю, кроме брашки, какое может еще отвратительное вино.
Валентина Зябурина пишет. Андрей, спасибо тебе за съемку мирного. Очень греет душу, так как недавно была у вас в гостях, была в День Победы, видела всю красоту города в убранстве. Главное, меня поразили байкеры, мотоциклисты, которые ехали по Вилюйскому кольцу и сигналили нам, гостям из Новгородской области. Вот это другое дело. Наши байкеры вас приветствовали. Они же наверняка знали, что вы именно с Новгородской области приехали. И поэтому издалека, так сказать, вам огромный наш якутский привет передавали. Так, а мы едем сейчас на Нижний поселок, Вилюйское кольцо. Так, все, мы тут в Каскиле все купили, что нам надо было. Едем дальше по Вилюйскому кольцу. Так, друзья, ну, буду время от времени вас устраивать, вам такие вот экскурсии. Вот с верхнего поселка машинки выезжают, мы всех пропускаем. Видите, тут тоже посадка какая была. Редкая такая была, кустарнички небольшие, такие елочки, сосеночки. И вот здесь тоже, смотрите, как все позарастало. Буяет зелень, просто вообще жесть. Все, едем по Вилюйскому. Недавно Вилюйское снимал, ходил по нему, показывал все памятники все. Про них не буду сейчас ничего рассказывать. Друзья, смотрите мои предыдущие видео, там все понятно, все рассказано, все показано. С высоты птичьего полета смотрите, я имею в виду, что если будете пролетать на самолете, смотрите на Вилюйское кольцо, там очень интересный будет пейзажик для вас. Василий Кириленко, наш постоянный подписчик, постоянный писатель нам комментариев, пишет. В 70-х годах ездили на рыбалку. При выезде из города стояли гаишники и проверяли разрешение на выезд из города. Кстати, нас же тоже тормознули, когда мы с Чуланыра возвращались. Ну, как бы посмотрели на нас, сказали: а, блогеры, ну все понятно, езжайте дальше. Я шучу, конечно. Нет, ничего, все нормально, проверили нас, и мы поехали дальше. Так вот, в разрешении, которое нужно было иметь с собой на въезд, на выезд, указывали фамилия, имя, отчество, место работы, цель поездки, координаты, стоянки, на какого же километра. В то время весь город, Мирнинский район, было два охот-рыбинспектора. Я был общественным инспектором. А леса горели каждый год. Но они и сейчас каждый год горят. Что делать-то, елки-палки. Пора сесть, подумать о разнообразии передачи, чтобы не терять старых и привлечь новых подписчиков, не в обиду. Ведь какой был бы вкусный борщ, а ведь хочется разнообразия в еде. И малину поеду, и по малину поеду, покажи целые поляны грибов, на материке нет такого изобилия. Покажи голубиную, порыбачить, или пусть друзья так и поснимать. Покажи Чернышевского, водосброс с разрешения, 101 километр, 56 километр, Большая Бытобия, с ее перекати поля, круглыми каменными шарами и так далее и тому подобное. Фиксированная камера. Понятно. Лимит скорости 60. Понятно, что одному в тайгу идти плохо, надо хоть и маленький, но коллектив. Все это пока лето надо штурмовать, а дома, улицы зимой, когда голые деревья, вот некоторые тебе подсказки. Успехов! А огромное тебе, конечно, спасибо, Василий. По возможности буду ездить на природу, снимать грибы, ягоды, малину. Блин, не обещаю поездку на Чернышевск. Дорога, друзья мои, просто жалко машину, выезжать из города невозможно. Такое страхолюдище превратили, что Ленскую, что Чернышевскую трассу. Просто, блин, как будто бомбежка. Я вон на Чуланыр съездил, ну, блин, друзья мои, тут еще более-менее в черте города дороги ничего. А дальше мне люди просто рассказывают, да плюс, представляете, стекло грохнешь, не дай бог, да? И все, потом где я его буду брать? А сейчас техосмотры, очень жестко все, битое стекло, трещины, сколы, все на замену или езжайте ремонтировать. Короче, буду принимать к сведению ваши пожелания, а вы не забывайте мои пожелания, присылайте короткие видео своих домашних хозяйств, домашних питомников, домашних питомцев, блин, и питомников тоже. Так, ну продолжаем наши репортажи. Сейчас мы выезжаем из двора на улицу Комсомольская. Сейчас пропустим здесь парочку самодвижущихся повозок. Раз, два и даже еще три. И едем.
Друзья мои, смотрите, какие красивые у нас нарисовали пунктирные линии, разделительные полосы на... А тут смотрите, вот сейчас едем, смотрите внимательно. Оп! И влево куда-то мы тут немножко, оп, и вправо. Вот что, не пьяные что ли были, когда рисовали эти линии? Вообще обалдеть. Каждый раз ездим, блин, ржем, смотрим, что за фигню тут понарисовали такую. Ох, успеваем на желто-зеленый свет. Так, друзья мои, ну что ж, на сегодня наше видео заканчивается. Передавайте всем привет, всем подписчикам, всем друзьям, знакомым, родственникам. Все обязательно поделитесь этим видео. И пускай обязательно подпишутся на наш канал. Мы должны с вами сделать к концу месяца 3000. Я не знаю, как мы это будем делать, но, блин, надо поднатужиться. Нужно подписать всех знакомых и друзей. Им-то это ничего не будет стоить, да и нам тоже, в общем-то. Ну, прям хочется круглую дату, круглую цифру. Поэтому всем хорошего настроения и здоровья на нашем канале. До новых встреч! Bersaing